На берегу моря во Франции найдены две подушки, вероятно находившиеся в пропавшем легкомоторном самолете с аргентинским форвардом футбольного клуба «Кардифф» Эмилиано Сала на борту. Две подушки от кресел самолета были обнаружены французскими властями в понедельник на пляже Сюртенвиль на Котантенском полуострове на северо-западе Франции. После этого британский отдел по расследованию воздушных происшествий, AEIB, определил район подводного поиска площадью в 4 квадратных морских мили, где предположительно могут находиться обломки самолета. Этот район был очерчен исходя из анализа траектории и последнего зафиксированного радарами местоположения самолета. Дно в районе предполагаемого крушения будет обследовано сонарами, а в случае обнаружения обломков будет задействован подводный аппарат. Поиски займут не менее 3 дней и начнутся не ранее конца недели. Пока началу поисков препятствуют плохие погодные условия. Легкомоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 22 января. Незадолго до этого полета Сала подписал контракт с валлийским «Кардиффом» и направлялся в расположение клуба из Франции. Вместе с футболистом пропал английский пилот Дэвид Иботсон. Власти не рассчитывают найти ни того ни другого живыми. Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние 3 года он выступал за «Нант». Последняя запись в Твиттере футболиста, прощальное фото с одноклубниками из «Нанта». В середине января, Кардифф Сити объявил о переходе Салы. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории, стоимость сделки оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов. Семья и поклонники футболиста собрали 290 тысяч фунтов стерлингов, 380 тысяч долларов, на организацию поиска на частные средства. В AEIB заявили, что им известно о параллельной частной поисковой операции. Мы тесно взаимодействуем с теми, кто в ней участвует, для максимизации шансов на обнаружение обломков и обеспечение безопасности поисковой операции, отмечается в сообщении ведомства.